Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятия по геометрии 10 класса, и тема нашего сегодняшнего урока — понятие многогранника, правильные многогранники и призма. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего занятия — это познакомиться с геометрической фигурой многогранника, узнать определение правильного многогранника, рассмотреть возможные виды правильных многогранников, вывести формулы для нахождения площади полной и боковой поверхности призмы, решать задачи с различными призмами. Давайте сначала определимся, что такое многогранник. Многогранником называется пространственная фигура, ограниченная замкнутой поверхностью, составленная из отсеков плоскостей, имеющих форму многоугольника. Например, если мы посмотрим на данную фигуру, у нас это 6 граней у нас имеется, да, которые у нас представляют прямоугольники. Многоугольники, из которых составлен многогранник, называются его гранями, а стороны граней многогранника называются ребрами. И вершины этих граней — вершинами многогранника. То есть в данной фигуре А, Б, С, Д, А1, Б1, С1 и Д1 — это у нас вершины, а Б, Б1, Б, С, А, Б — это у нас ребра. Грани А1, Б1, Б — это наши грани, или Б, Б1, С1, С. В зависимости от количества граней, из которых составлен наш многогранник, бывают четырехгранники, пятигранники, шестигранники и так далее. То есть можно их продолжить, такие фигуры. Отрезок, соединяющий две вершины, которые не принадлежат одной грани, называют диагональю многогранника. Если посмотреть на данную фигуру, то отрезок B1D — это у нас диагональ многогранника. Сечение, которое проходит через данную диагональ, называется диагональным сечением. Многогранники бывают двух видов — выпуклые и невыпуклые. Выпуклые многогранники называются такие многогранники, если оно лежит по одну сторону от любой плоскости, проходящей через грани. Если посмотреть на фигуру внизу, то какую бы мы плоскость ни проводили, проходящую через одну из граней, всегда будет фигура находиться по одну только сторону данной плоскости. А многогранники не являются выпуклыми, если они находятся по разные стороны хотя бы от одной плоскости, проходящей через его грань. Если посмотреть на следующую фигуру, изображенную у нас на диаграмме, на презентации нашей, то здесь, если провести плоскость горизонтальную от второй нашей плоскости, то получается, что наш многогранник находится сверху и снизу данной плоскости. То есть этот многогранник у нас тогда не выпуклый. Также бывают правильные многогранники. Какие фигуры у нас называются правильными многогранниками? Это выпуклый многогранник. Он называется правильным, если все его грани являются равными правильными многоугольниками, и в каждой вершине многогранника сходится одно и то же число ребер. Это два требования, которые должны выполняться, чтобы наш многогранник назывался правильным. Все ребра правильного многогранника равны друг другу, и все двугранные углы правильного многогранника, содержащие две грани с общим ребром, равны друг другу. Грани любого многоугольника могут быть либо равносторонними треугольниками, либо квадратами, либо правильными пятиугольниками. Давайте докажем это. Так как угол правильного n-угольника альфа n вычисляется по формуле как 180 градусов, умноженное на n-2 деленное на n, то мы получим, что при n большем или равном 6 наш угол альфа будет равен или будет больше или равно 120 градусов. А так как мы знаем, что при каждой вершине многогранника должно быть не менее 3 у нас плоских углов, то в выпуклом многоугольнике сумма всех плоских углов при каждой вершине должно быть меньше 360 градусов. Если мы посмотрим, то у нас правильный многоугольник состоит из 6 сторон, то есть шестиугольник правильный, то каждый угол у него равен 120. Сумма 3 даст 360, а у нас должно быть меньше 360. То есть правильный многоугольник не может состоять из шестиугольников, оно должно быть меньше.
Отсюда следует, что каждая вершина многоугольника может быть вершиной либо 3, 4 или 5 равносторонних треугольников, либо 3 квадратов, либо 3 правильных пятиугольников. Других возможностей нет. На самом деле существует только 5 видов правильных многоугольников. Это у нас тетраэдр. Он состоит из 4 правильных треугольников. Также есть куб, который состоит из 6 правильных четырехугольников, то есть квадратов. Также есть октаэдр. Октаэдр состоит из 8 правильных треугольников. Есть также додекаэдр. Это правильный многогранник, который состоит из правильных пятиугольников. Их всего 12. Также есть икосаэдр. Икосаэдр — это правильный многогранник, который состоит из 20 правильных треугольников. Есть такая известная теорема Эйлера. Теорема Эйлера звучит следующим образом. Пусть у нас G — это обозначим число граней наших, буквой V обозначим число вершин, а буквой R — число ребер многогранника. Тогда для любого многогранника выполняется соотношение. Вершины плюс грани минус ребра должно быть равно 3. Эта теорема называется теоремой Эйлера. В любом выпуклом многограннике сумма числа граней и числа вершин на 2 больше числа ребер. Это та же самая теорема Эйлера, но только уже для любого выпуклого многогранника. Давайте рассмотрим пример. Тетраэдр. В тетраэдре у нас 4 вершины. Также у нас 4 грани, которые треугольники правильные у нас являются. А ребер у нас 6. Тогда 4 плюс 4 это вершины и грани у нас будет в сумме 8. Отнимаем ребра 6, получаем 2. То есть теорема правильная у нас. Вообще правильные многогранники в древности уже люди изучали. Одним из первых, кто изучал правильные многогранники и вообще числа, сами понятия, которые даже ожествляли числа, являлась Пифагорейская школа. Также Платон одним из первых начал описывать правильные многогранники. Впоследствии они стали называться платоновыми телами. Согласно Платону, атомы 4 основных элементов, из которых состоит мир, имеют форму правильных многогранников. Тетраэдр отождествлял огнем, куб с землей, икосаэдр с водой, тетраэдр с воздухом и додекаэдр он отождествлял с пространством. Давайте рассмотрим следующую фигуру, которая называется призмой. Призма от латинского слова призма — это нечто отпиленное переводится. Призмой называется многогранник, 2 грани которого являются равными многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани — параллелограммами, имеющими общие стороны с этими многогранниками. Если посмотреть на нашу фигуру, то А, Б, С, Д — это у нас нижнее основание, А1, Б1, С1, Д1 — это верхнее основание, это 2 наших грани, которые у нас равны, и они одинаковые. То есть в данном случае А, Б, С, Д — это у нас основание, и А1, Б1, С1, Д1 — это у нас также основание нашей призмы. А, А1, Б1, Б и Б, Б1, С1, С, ну и так далее — это у нас боковые грани нашей призмы. В зависимости от основания призмы бывают разные виды призм. Это четырехугольные призмы, если у них основание является четырехугольники. Или треугольная может быть призма. Также бывает шестиугольная. Или пятиугольная и другие. Прямая призма называется правильной. И если ее основание правильные многоугольники. В данном случае, если у нас А, Б, С и А1, Б1, С1 будут правильными, то есть равносторонними треугольниками, то тогда такая призма будет называться правильной. Здесь у нас А, Б, Б1, А1 — это у нас боковая грань, H — это у нас высота, ББ1 или СС1 и АА1 — это у нас боковые ребра, а АБС и А1, Б1, С1 — это наши основания нашей треугольной призмы. Призмы различаются на 2 типа. Прямая призма и наклонная призма. Прямая призма — это такая призма, ребра которого перпендикулярны своим основаниям.
Если ребра наклонены к плоскости основания, то такие призмы называются наклонными призмами. В реальном мире существует очень много фигур, объектов, которые имеют форму призмы. Это какие-либо здания, да, которые новые построены, они все практически имеют форму призмы, треугольной, пятиугольной или шестиугольной. Также, например, если рассматривать как чемодан, холодильник или даже лед, да, который имеет форму куба, также является у нас призмой. Как вычислить теперь площадь полной поверхности нашей призмы? Для этого давайте сделаем такой разрез. Рассмотрим нашу треугольную призму. Если его разрезать и разложить, то мы получим следующую фигуру, где у нас О верхний и О нижний, это треугольники, это у нас основание нашей призмы, а прямоугольники, которые три прямоугольника у нас получились, они это у нас боковые грани нашей призмы. Сумма площадей всех граней нашей призмы называется площадью полной поверхности. Чтобы вычислить площадь полной поверхности, нам нужно сначала вычислить площадь боковой поверхности и прибавить 2 умноженное на площадь основания. Так как площади основания одинаковые, достаточно вычислить одну площадь основания и умножить его на 2. Площадь боковой поверхности прямой призмы можно вычислить следующим образом. Если посмотреть на каждую грань, то мы получим. Чтобы вычислить первую грань, нам нужно А1, если рассматриваем треугольную нашу призму, да, то А1 одной из сторон нужно умножить на высоту. То же самое А2 умножить на H и А3 умножить на H. В общем случае мы получим такое. А1 умножить на H, А2 умножить на H, А3 умножить на H, плюс и так далее, АН умноженное на H. Если H мы вынесем за знак скобки, мы получим сумму длин сторон нашего многоугольника основания. Тогда площадь боковой поверхности можно посчитать как периметр основания, умноженное на высоту. То есть площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению высоты призмы на периметр ее основания. Площадь боковой поверхности наклонной призмы, как она вычисляется. Чтобы вычислить площадь боковой поверхности наклонной призмы, необходимо боковое ребро умножить на периметр перпендикулярного сечения. То есть можно даже основание. Да, периметр. То есть площадь боковой поверхности будет равен периметр сечения умноженное на L. Давайте теперь рассмотрим несколько примеров. Основанием прямой призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Необходимо найти полную поверхность призмы, если высота равна 7 см. Посмотрим на нашу фигуру. АБ это у нас один из катетов, оно равно 6, БС равен 8 см и высота нам известна 7 см. Необходимо вычислить площадь полной поверхности призмы. Для того, чтобы вычислить площадь полной поверхности, нам необходимо найти все стороны нашего треугольного основания. Давайте рассмотрим наш треугольник. В условии сказано, что у нас основанием является прямоугольный треугольник. То есть АБС у нас по условию задачи он прямоугольный треугольник. Притом мы знаем 6 и 8 это у нас катеты. Тогда сторону АС легко найти, используя теорему Пифагора. То есть АС будет равен корню квадратному АБ в квадрате плюс БС в квадрате. Давайте вычислим. АС будет равен корню квадратному 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. Или это равен корню квадратному из 100, а это равно 10 сантиметров. Давайте вычислим площадь полной поверхности. Для этого нам нужно площадь боковой поверхности вычислить и прибавить к нему 2 умноженное на площадь основания. То есть в нашем случае площадь полной поверхности будет равен 7 умноженное на периметр основания, то есть в нашем случае 6 плюс 8 плюс 10 и плюс 2 умноженное на площадь основания. Так как у нас треугольник АБС основания является прямоугольным, то площадь его можно вычислить как произведение катетов, деленное на 2. То есть 6 умноженное на 8 и деленное на 2. В дроби двойки с двойкой можно сократить, и мы получим в ответе конечном 216 сантиметров квадратных. Ответ у нас 216 сантиметров квадратных. Давайте рассмотрим следующую задачу. Площадь основания правильной четырехугольной призмы равна 144 сантиметрам квадратным, а высота равна 14 сантиметрам. Определите диагональ призмы. Нам в условии сказано, что основание является правильной четырехугольной призмой. Значит, основание у нас квадрат. ABCD в нашем случае это у нас квадрат. Где сторона? Сторона квадрата давайте обозначим через А. Тогда
По условию нам известно, что площадь основания можно вычислить как а в квадрате, так как это ABCD у нас является квадратом. Но по условию задачи нам известно, чему равна площадь основания. То есть 144 у нас должно быть равно а в квадрате. Давайте найдем отсюда а чему равно. А это будет корень квадратный от 144, или это 12 сантиметров. Сторону вычислили. Теперь необходимо вычислить диагональ. Помним, диагональ можно вычислить как квадраты измерений нашей треугольной призмы. То есть d у нас будет равен 12 в квадрате. Также еще раз 12 в квадрате. Так как обе стороны, так как у нас правильные, то у нас каждая сторона равна 12. 12 в квадрате плюс 14 в квадрате. Чтобы вычислить диагональ, необходимо взять корень квадратный, так как квадраты их дадут нам. Чтобы вычислить диагональ, нам необходимо извлечь корень квадратный. То есть d у нас будет равен корень квадратный от 144 плюс 144 и плюс 196. А это у нас будет равен корню квадратным из 484, это равно 22 сантиметрам. Ответ у нас будет 22 сантиметра. Давайте рассмотрим следующую задачу. Нам дана правильная прямоугольная призма ABCD, A1, B1, C1, D1, где угол BD, B1 равен 60 градусам, BD равен 4 корню квадратным из 2 сантиметров. Необходимо найти площадь фигуры А, B1, C1, D. То есть в нашем случае это диагональное сечение. Давайте рассмотрим решение. По условию задачи, так как у нас правильная прямоугольная призма, то есть правильно, значит основание у нас квадрат. Нам известно, что АБ будет перпендикулярен АД. Также АД перпендикулярен еще и ББ1. Тогда из этого следует, что АД перпендикулярна плоскости АБ, Б1, А1. То есть отсюда следует, что АД будет перпендикулярна и АБ1 тоже. Мы выяснили для того, чтобы показать, что диагональное сечение в нашем случае получается прямоугольник. Также нам известно, что B1, C1 у нас параллелен AD, то есть отсюда следует, что AB1 у нас будет перпендикулярен B1, C1. Тогда получившийся четырехугольник AB1, C1, D у нас прямоугольник. Чтобы вычислить диагональ, то есть в нашем случае B1D, мы можем вычислить и AC1, так как эти диагонали у нас будут равными, и они будут пересекаться в точке, которая делит их пополам. Угол ABD у нас будет составлять 45 градусов. Так как это квадрат, то диагонали будут делить углы при вершинах пополам. То есть так как 90 градусов делим пополам будет, а угол ABD у нас будет 45 градусов. Рассмотрим треугольник ABD. Он у нас прямоугольный. Чтобы вычислить AB, достаточно BD умножить на синус 45 градусов. Необходимо вспомнить, что такое синус угла. Да? Синусом угла альфа называется отношение противолежащего катета к гипотенузе. Ну, в нашем случае BD это у нас гипотенуза, она известна. Синус 45 мы можем брать синус 45, потому что AB у нас равен AD. Мы получим следующее. BD это у нас 4 корень из 2, умноженное синус 45 это корень из 2 на 2. Тогда мы получаем 4 сантиметра. То есть АБ у нас 4 сантиметра, и АД также будет 4 сантиметра. Давайте теперь вычислим BB1. Для этого воспользуемся следующим условием. Так как нам угол BDB1 известен, он составляет 60 градусов, то чтобы вычислить BB1, нам достаточно BD умножить на тангенс 60 градусов. Для этого тоже важно помнить, что такое тангенс угла альфа. Тангенсом угла альфа называется отношение противолежащего катета к прилежащей. То есть в нашем случае BB1 делен будет BD. То есть BD на BD сократится, как раз останется BB1. По условию задачи нам известно, что BD у нас равно корню из 3, а тангенс 60 градусов у нас составляет 4 корень из 2. А это будет равно 4 корень из 6 сантиметров. Теперь давайте рассмотрим прямую BB1. По условию он у нас будет равен C1. Тогда давайте рассмотрим треугольник DCC1. Он у нас будет прямоугольный, и по теореме Пифагора DC1 можно вычислить как гипотенузу. То есть оно будет равно корню квадратным из DC в квадрате плюс CC1 в квадрате
А это у нас равно корню квадратному из 4 в квадрате плюс 4 корень из 6 в квадрате. А это все будет равен 4 корень из 7. Теперь мы можем вычислить площадь нашего четырехугольника А, Б1, С1, Д, который по условию задачи и требуется вычислить. А это будет произведение АД на ДС1, так как это у нас прямоугольник. То есть АД вычислили, оно равно 4, а ДС1 у нас равен 4 корень из 7. То есть мы получаем 16 корень из 7 сантиметров квадратных. Ответ у нас будет 16 корень квадратный от 7 сантиметров в квадрате. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего занятия. Мы с вами познакомились с геометрической фигурой многогранника, узнали определение правильного многогранника, рассмотрели возможные виды правильных многогранников, также вывели формулы для нахождения площади полной и боковой поверхности призмы. Также мы с вами решали задачи с различными призмами. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!